Ну что ж, всем привет, с вами снова я Забоитер, мы сейчас играем Салон Симулятор. Продолжаем, в общем. Поехали. Так, подполье Блуберри. Идите на встречу с Увамбар. Ну давай, зайдем к У. Разобрать повозку. Здесь лошадь есть. Как дела с бизнесом, Шайен? Я слышал от Джека, что с запасами все стабильно. Не жалуюсь, что у тебя на уме в этот раз. Как и всегда, хочу помочь тебе с бизнесом. Видишь вон ту телегу? И мертвое тело. Стоит ли мне об этом знать? Ты узнаешь, вот лом, принимайся с делом. Оставленный в открытом месте разобранный вагон вызывает вопросы, разбросанные детали не столь значимые. Это работа на двоих, один разбирается, другой на страже. Если найдешь сундук, постарайся открыть его, а если увидишь тело, то и знаешь, что делать. Кейси и ее незаменимые услуги. Именно. А это разбирать нужно. Подожди, сначала телегу нужно разобрать, да? Вот. Мне нужно спрятать это как можно скорее. Это тело? А, точно. Так, ну поехали тогда. Ой, в смысле? А где тело? Может, его в сено нужно спрятать? А где тело делось? Хорошо, теперь остальное. А, ну, вернулось. Все, я его спрятал, не? А, вот здесь тело. Хорошо, теперь сундук. О, я теперь ломиком могу разбивать вот эти коробки, да? Или нет? Что-то с типом вообще не очень все в порядке. Будто он там слишком долго был. $100, нифига себе. Кордл, помнишь того шоумена Хэнка Кассера, тот самый, который хвастался, что предпочитает старомодные блюда с персиковой и лимонной цедрой, и хвастался, что заставляет дорожать преступников от Джорджии до Нью-Мексико. Чертов осел надеялся, что его отправят патрулировать пустыню, но не тут-то было. Он направляется в Блуберри, держи его на коротком поводке, убедись, что он знает, что к чему, и ничего не испортит. Мы не можем допустить еще одной ошибки. С наилучшими пожеланиями, сержант Сэмюэл Томпсон. У нас проблема. Судя по этому письму, шериф уже направляется в город. Похоже, что этого парня послали, чтобы оценить ситуацию. Что ж, теперь он ничего не оценит. Нужно действовать быстро и убрать тело. Время не на нашей стороне. Окей. Пошли. Ну, мы можем, в принципе, достаточно быстро передвигаться, но, черт, играть бандита кажется легче, когда не нужно прятаться от взгляда шерифа. Надеюсь, он не самый сообразительный в округе. А, ну да, кстати, если сейчас шериф приедет, у нас еще проблема будет. Так легко не позанимаешься всякими делами. О, я ничего не видел. По правде говоря, меня здесь вообще не было. Окей. Еще один. Я с предыдущим не закончил. Вот.
Быстрей. Нужно быстрей. Сигнал поезда означает изменение. Появление поезда в городе может привести к интересным событиям и новым возможностям для развития. Прибытие поезда также означает, что в город приехали новые жители, которые могут предложить новые задания. Он здесь. Я разберусь с этим. А ты иди встреть нашего шерифа. Я зайду позже, у меня есть кое-что для тебя. Хорошо. Шериф. Да ну. Так, что же, бармен, ты причина, по которой я оказался в этом адском месте? Я так не думаю, я просто пытаюсь вести свой бизнес, я не лезу ни в чьи дела. Ну и как же тебя зовут? Шайен. Слушай, Шайен, меня зовут Хэнк Кастер, и я новый шериф в этом городе. Меня прислали сюда, потому что до властей дошли слухи, что город начинает процветать. И чья это вина? Ты имеешь в виду, чья заслуга, верно, Хэнк? Для тебя, шериф Кастер, позволь сказать тебе вот что. Это проклятое место нуждается в твердой руке. Моя рука твердее не придумаешь. Чем быстрее город будет считаться мирным, тем быстрее я могу получить повышение. Нормально. Я не буду вмешиваться в работу шерифа, даю слово. И черт возьми, Шайен, считай меня вожаком волчьей стаи, пока ты подчиняешься, можешь участвовать, чувствовать себя в безопасности. А теперь покажи мне, какие здесь можно приготовить напитки, удиви меня. Выбери рецепт напитка из книги. Где книга? Ах, где книга? Вот это что ли? Чистый виски, окей. Виски со льдом, шот виски, каменный забор, старомодный, сладкий сироп, битеры. Так у нас ничего нету. Ни за что я не стану готовить ему этот напиток. В этом городе таких ингредиентов ни у кого нет. Придется придумать что-то другое. Я таки думал, старомодный. Нам обязательно выбирать рецепт? Да давай каменный забор. Все равно нету, я нигде не достану. Какие ресурсы? Это, если что, не тот напиток, который ты хотел. Ты знаешь, что я могу бросить тебя за решетку за то, что ты мне подал? Это отвратительно. Я только начинаю, шериф Кастер. В следующий раз напиток будет идеальным. Будем на это надеяться. Если я увижу, что ты создашь проблему, ты быстро потеряешь мою благосклонность. А ты ведь знаешь, что волки делают с теми, кто встает у них на пути. Я уверяю вас, шериф, что со мной никаких проблем не будет. Очень, черт возьми, хорошо. Ну а теперь мне пора, не создавай проблем, Шайен. Окей. О, и еще кое-что. Не мог бы ты проверить, как там бедняга, который пришел со мной? Ему, возможно, нужна помощь, а я вымотался после поездки. Да я шо, это... Решала ваших проблем, душа. Вот, теперь мы наконец-то можем эти коробки убрать. Чтобы было покрасивее. Как будто бы, да. Так, давай вот эти еще разберем тоже.
Хорошо. Хорошо. Давай возьмем мусор, выкинем. А там еще паутина появилась. Новые жители. Что-то вступление какое-то долгое, вам не кажется? Так, а вот эти тоже можно разобрать, правильно понимаю? Вот это почему нельзя убрать? Может, это будет видоизменяться как-то? Понятно, не все можно убирать. Ну да, ладно. Да, ну и так уже получше, слушай. Я так понимаю, это для улучшения сделали. Потом мы будем какие-то прям супер кардинальные изменения делать, улучшения и так далее. И оно будет, в общем, изменяться как-то. Что-то прям просадки какие-то появились странные. Очень странные после обновления. До обновления таких просадок не было. Прям в каких-то местах прям не очень. Блин, ни хрена себе здесь. Походу реально здесь мусор что-то означает. Потому что разбирать здесь мусора прям охренеть как много есть. Может, мы еще вообще весь город будем там, не знаю, улучшать или что-то подобное. Добрый день, Шайен, новый бармен. Приятно познакомиться. Эрл. Могу помочь тебе с теми ящиками? Не, я справлюсь. Это не доставит проблем, позволь мне. Я не буду платить тебе, убирайся. Мне не нужны деньги, это просто дружеский жест. А, впервые такое. Слушай, эти ящики очень тяжелые. Это не проблема. Хорошо, ты только не урони ничего и не рассчитывай на скидку. Окей. Заставили вас ящики таскать какие-то. Я говорил. Че я взять не могу? Я могу только взять, когда он типа подходит. Итак, ты решил вернуться в Блуберри. Дела в большом городе не заладились. Да как видишь, нет. Босс ценит спокойствие и отсутствие конкуренции. Как его зовут? Ее, Эдди Маккей. Получается, Эрл и Эдди. Для тебя она мисс Маккей. Извини. Мисс Маккей. Окей. Окей, мисс Маккей. Когда она приезжает? Скоро. Ладно. Блуберри Салун. Остался последний ящик. Принесешь его, а я начну распаковку. Конечно. Блин, черт, нужно все собрать. Что это такое? Нужно опробовать этот рецепт. Открыты новые рецепты блюд. Окей. Это случайно не любимый рецепт Эрла? Ладно, это все.
Когда я смогу купить у тебя мебель? Запустим производство, тогда приедет босс, но в подвале все еще есть несколько нераспроданных изделий, я избавлюсь от них за цену дров. Можем посмотреть? Конечно. Каждый посетитель салуна имеет набор из 6 характеристик, определяющих его поведение в салоне. Эти характеристики — жажда, желание заказать напиток, голод, желание заказать еду, общительность, желание участвовать в дополнительных развлечениях, азартные игры, аренда комнаты, импульс, вероятность того, что посетитель начнет драку, богатство, вероятность того, что посетитель сделает несколько заказов, манеры, склонность избегать беспорядков. Невозможно предсказать, какие черты будут у ваших гостей, но вы можете изменять их, меняя обстановку в салоне. Каждый предмет мебели усиливает или ослабляет определенные черты и влияет на всех посетителей с момента его размещения в салоне. Чтобы узнать, на какие черты влияет не конкретный предмет, разверните его описание в магазине или в своем инвентаре. Музыка также может влиять на черты клиентов, но об этом вы узнаете позже. Открыть магазин. Это все, что у меня есть на данный момент. Кстати, стол я бы, наверное, купил, да, какой-то полукруглый стол из оленевого рога. Вонючий диван. Но купить я его, кстати, не могу. Тяжелый стул в наличии тоже купить не могу. Могу вот это взять. Ой, да мне 10 не нужно. Раз, два. Старое кресло мы тоже купить не можем. Короче, по 2 столика заказал. Это все, что есть, да? Стулья мы заказать почему-то не можем, хотя было бы неплохо. А в следующий раз у меня будет для тебя что-нибудь новое. И еще возьми за помощь. А я же сказал, возьми, мне не нравятся неоплаченные долги. Как и я и говорил, дружеский жест. Будь по-твоему. А, здесь открыто. А, здесь же шериф уже. Ха-ха. Зажег я тебе свет. Что это такое? Там какая-то дорогая Марго и так далее. Вы можете настраивать свой салон только когда он закрыт. Возьмите обозначенный инструмент из кругового меню, удержите таб и взаимодействуйте с выделенными объектами. Понятно, мебель можно хранить на G, достать. Пойдем небольшую реставрацию. Блин, здесь ничего нету. Жаль. Да и здесь ничего нету. У нас есть выделенные, да? Так у нас ничего нету. Что я должен менять здесь? А, можно вот так вот, да? Жажда плюс голод, минус манеры. Давай вот это. Стулья мы не можем менять. Блин, а я только один стол купил, или ты стул? Ладно, пускай этот такой будет. Здесь ничего нету. Давай вот это, да, поставим. А ведь диван мы не смогли купить, я бы купил его. Почему-то нельзя было купить диван. Можно, кстати, оттенок настроить.
Ну, короче, ничего нету пока что. Нужно побольше предметов. Так, Кейси, привет, дорогуша. Шайен, извини, что пришла после закрытия, но я нашла кое-что, что тебе может понравиться. Конечно, заходи, могу ли я предложить тебе выпить? Виски. Обычный, чистый. Спасибо. Твоя доля за первый труп. Доля? Да, доля. Разве У не сказал тебе? Не сказал о чем. Черт, ну в любом случае ты узнаешь раньше меня, что открывает этот ключ. Судя по тому, где он его спрятал, и он должен открывать что-то ценное. Подожди, ты хочешь сказать, что собираешься платить мне за то, что я буду приносить тебе тела? Только если я найду что-нибудь на них. И если тело не принадлежит шерифу или какому-нибудь важному лицу за такую... Звучит справедливо. А я тоже так думаю. И еще кое-что. Я не стану проверять наличие пульса, если ты понимаешь, о чем я. Проверьте, что открывает ключ. Увидимся. Ты имеешь в виду... Оу. А где я должен проверить? Ну, да, в принципе. Ваша комната, ваш офис — это место, которое в будущем будет использоваться для хранения трофеев и отслеживания вашего успеха в управлении салоном. Сейчас вы можете отдохнуть и продолжить историю. Что это? Дорогой Саймон, с детьми все хорошо, мама очень больна и осталось недолго. Ты обещал ей перестать пить. Мы очень беспокоимся о тебе, мой бедный братишка. Они так жестоки с тобой. Это не твоя вина. С силком никого не затащишь. Я молюсь, чтобы мистер Лок увидел, как сильно ты стараешься и отчасти простил тебя. Я знаю, ты справишься с этим, как всегда. С любовью, Элизабет. А мне жаль, Элизабет, его удача иссякла. Вот, Джесси Джеймс. День выдался долгим. Пойти спать или еще недолго поработать? Нам вроде бы практически нечего делать там. Акт 1. Нифига себе, еще по актам. Офигеть. О, подожди, я же могу вот здесь убрать, наверное, не? Блин. Жаль. Доброе утро, Сэмюэль. Мне казалось, что я закрывался на ночь. Утро, все верно, но для местных это скорее опциональность. Что привело вас сюда так рано? Хорошие новости, старина Джон Моррис, похоже, умер. Для вас это хорошие новости? Для тебя, конечно, у него большие долги в банке, и сегодня утром распродают его имущество. Не помешало бы заменить кое-что в салоне, что у вас в наличии? Всякие столы, стулья, кровати, картины, охотничьи трофеи. Трофеи, он увлекался охотой? Мягко сказано, Эрл уехал на аукцион, пробудет там до рассвета, сказал, что зайдет к тебе, как только вернется. Вы знаете друг друга, ну вы и Эрл. Конечно, он и Эдди жили здесь до недавнего времени. Эрл слегка замкнут, но у него золотое сердце, дай ему шанс. Хорошо, тогда буду его ждать. И еще кое-что насчет вчерашнего ужина. Вам понравилось?
Вкусно, как никогда. Давно пора, чтобы кто-то начал пользоваться этой кухней. Тогда заходите в любое время. А взамен я принес тебе эти пинты от торговца, который хотел разливать здесь пиво, но не сработало. Понадобятся? Именно то, что мне было нужно. Тогда это твое. Премного обязан. Без проблем, увидимся. А, куда их? А, вот сюда. Ну, пива у нас пока что нету, но ничего страшного. Ингредиентов не хватает на кухне. Шаген, я привел тебе немного припасов из большого города, иди посмотри. Более низких цен никогда не найти тебе. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Лимоны есть. Так, вроде бы всего заказал. На 11 долларов всего лишь. Нормально. Окей. Можно еще виски заказать. Еще джина. Ой, воду тоже. То в принципе мы все можем, наверное, заказать, да? Ну, не сильно такие. А мы можем вот так вот сделать. Не сильно дорого. Вообще на 10 долларов. Серьезно? Так, дешево. Так, дешево. Это прям... Не, ну... Цены более-менее радуют. Так, что там еще где? Куда? Так, сахар, кайенский перец, лимонный сок, сухарь, бобы, морковка, лучок, картофля. Что еще? Куда? Потроха. Масло. А мясо куда? А, вот сюда. Есть. А куда воду? А воду куда? А водичку куда? А, вот сюда. Все. Все готово. Рукопомощь. Что у нас там по времени? Давайте на этом закончим, в принципе. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Забоевитр. Всем пока-пока.